Итак, в год науки в историческом парке «Россия. Моя история» с этого лета открылась выставка «Академическая наука и технологии Якутии», которая стала совместным проектом вместе с академическими институтами и учреждениями нашей республики. И сегодня мы торжественно открываем вторую партию этой выставки. В рамках этой выставки у нас плодотворно работали детские программы, академические науки, открытие, летнее открытие. И мы рады сегодня приветствовать постоянного партнера наших детских программ, библиотеку «Мир приключений». Аплодисменты им! Да, и первую партию выставки представили Якутский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук, Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов, Институт геологии, алмазов и благородных металлов, Институт межнационоведения имени Павла Ивановича Мельникова. С самого первого дня выставка пользовалась большим успехом. Гости из других городов ходили и вовсю восхищались выставкой. И в рамках этой выставки вышли открытки, посвященные институтам нашей республики. И дети, которые посетили детские программы, безусловно, расширили свой кругозор. Они были очень довольными, общаясь непосредственно с самими учеными. И мы очень рады, что эта выставка у нас работает, и она продолжается. И с октября еще будут представлены экспонаты инновационных учреждений Якутии. Итак, друзья, под ваши бурные аплодисменты я предоставляю слово главному координатору подготовки и проведения выставки, главному научному сотруднику Института биологических проблем реализационного федерального исследовательского центра Якутского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук, доктору биологических наук Михаилу Михайловичу Чаросову. Уважаемые друзья, я рад приветствовать всех участников. У нас сегодня очень интересное мероприятие. Это запись кружки дополнительного образования. Все хорошо, что все соединили. Но могу сказать, что наука, конечно, обычно не любит, как бы сейчас модное слово, пиариться, но на самом деле вот технический блок, который будет сейчас представлен, это наиболее выдающееся достижение нашей академической науки. Результаты используются в самых различных фирмах. У нас Якутия является местом для испытаний многих материалов, в том числе зарубежных фирм. И испытания проходят у нас на базе академических институтов. Институты 4 технического профиля – это те институты, которые имеют самое большое количество государственных премий российского масштаба. То есть, так получилось, что в республике пока эти все награды, они вот в академической науке и как раз технического профиля. Есть еще некоторые государственные премии, выдающиеся такого за вклад в науку. Еще это третья партия будет, там институт космофизики, там очень много тоже достижений.
Я благодарю исторический парк и наших всех партнеров за то, что вы поддержали это мероприятие. Летний период мы постарались сделать некие активности, но и год науки, объявленный президентом Российской Федерации. Конечно, это важный год, но год называется «Науки и технологии». Поэтому здесь в ноябре планируется, если все так, звезды сойдутся, будет очень интересные некие движения в области IT. Уже дали согласие, что будут участвовать в выставке Майтона, и Драйвер, и Фантастик. Это наши лидеры IT-индустрии. И все выставки, которые они показывают в Казани, во Владивостоке, это все-таки далеко. В Якутске пока мы их не видели, поэтому это тоже будет очень интересное мероприятие. Ну и это все инициировано сообществом академической науки и вот, можно считать, исторического парка, и этих инновационных предприятий они готовятся. Поэтому благодарю вас, и сегодня состоится передача первой партии, второй партии. Мы, к сожалению, не можем вместиться в те небольшие 7 витрин, которые нам предоставили, и мы разделили на партии. Приходите каждый раз, смотрите, это каждый раз новые люди. Спасибо большое, спасибо историческому парку. Ура! Так, у нас вот с прошлого раза немножко остались благодарственные письма, мы хотим их вручить тем организациям, которые нам помогали. Это Институт природоведения Иванова Розалия Никифоровна, это заведующий музеем. Так, Петрова Лидия Владимировна. Я думаю, тут многих нет. Пудов Алексей Григорьевич, я его не видел. Да. Алексеева Яна Николаевна, методист РСИ Якутянина, очень много помогли. Яна Николаевна, наверное, здесь или представители? Вера Александровна тоже нету. Биологии Митина Александровна. Мы лучше их в институт отдадим и все вручим. Так, это тоже международное. Это мы обещаем, что мы сейчас отдадим или представителям, или на ученые советы. Это реально люди, которые очень много внесли. И я еще могу сказать, что мы подали этот наш проект на конкурс, такой всероссийский конкурс «Верность науки», который будет определять номинантов. Ну, выиграем, будем радоваться. Если не выиграем, то хоть, как это говорится, хоть согреемся и покажем себя. Спасибо. Спасибо, Михаил Михайлович. Во второй партии выставки выставлены Институт физико-технических проблем Севера, Институт проблем нефти и газа и Институт горного дела. Для принятия эстафеты слово предоставляется Евгению Савичу Лукину, заместителю директора Института физико-технических проблем Севера, кандидату технических наук, руководителю молодежной лаборатории. Пожалуйста. Спасибо большое. Я бы хотел всех здесь сегодня поприветствовать. Я хотел бы поблагодарить руководство исторического парка России «Моя история», поблагодарить Михаила Михайловича за очень плодотворную работу. Здесь все было очень здорово и красиво оформлено. Сегодня мы принимаем вторую партию. И я бы хотел подчеркнуть, что одно из самых важных направлений — это, конечно же, то, что мы сегодня видим, это история, Россия и наука, потому что вот в сегодняшнем парке все это объединено в одном едином. Как мы все понимаем и все знаем, что наука — это фактически вклад в движение и развитие любого государства, и только государства, которое развивает науку, вкладывается в нее, может считать себя одним из самых передовых. И примеров тому много. Вот вы можете посмотреть, Россия сейчас является одной из ведущих аэрокосмических отраслей во всем мире. Также имеются и ядерные технологии. Это очень высокотехнологичные инструменты, которые позволяют быть Россией впереди. И
я бы хотел поблагодарить всех вам. Спасибо за то, что вы приходите, за то, что вы интересуетесь наукой, за то, что вы интересуетесь историей и вообще Россией. Спасибо вам большое. Спасибо, Евгений Савич. Мы уверены, что вторая партия выставки «Академическая наука и технологии в Якутии» будет пользоваться такой же популярностью, как и первая партия. И сегодня мы начинаем работу ярмарки, выставки, кружков и секций. Мы рады, я повторяюсь, приветствовать вас всех и всем желаем приятного, плодотворного дня. Здравствуйте, а что здесь происходит? Добрый день! Сегодня мы участвуем в ярмарке выставки. Наше учреждение – это Центр технического творчества. И сегодня мы рады представить родителям, детишкам города Якутска наши кружковые занятия. У нас открылся 1 сентября Центр цифрового образования IT-клуб. И мы представляем 6 направлений IT-клубов. Значит, у нас такие направления, как программирование роботов, мобильная разработка, системное администрирование, алгоритмика и логика. И много-много информационных кружков мы представляем. А также наш Центр технического творчества ведет инженерно-техническое направление. Вот буквально здесь у нас сегодня присутствуют педагоги по авиамоделированию, по транспортному моделированию, по судомоделированию. Они тоже, значит, сегодня ждут ребят и родителей, чтобы им рассказать, представить свои направления. Так, и еще хотелось бы отметить, что у нас в Центре технического творчества ведется образовательная деятельность по проекту «Космические профессии. Опережающая подготовка кадров». Тоже ждем родителей, ждем учащихся, все расскажем, покажем, объясним. Записывайтесь, выбирайте наши кружки. А где вы находитесь? Мы находимся, мы располагаемся по адресу город Якутск, Ломоносова, 37, дробь 1, первый подъезд. Также на нашем сайте Центра технического творчества города Якутска все родители, желающие, могут узнать о наших кружковых занятиях. У нас на этом сайте есть специальный раздел Центр цифрового образования IT-клуб, и там пошагово доступно, каждый родитель может посмотреть, как можно записаться к нам. Или же можно позвонить по телефону, проконсультироваться, это 42 06 43. Какой совет, как от руководителя, со скольки лет сюда к вам можно отправить? К нам ребята записываются на бесплатной основе. Мы принимаем детей с 1 класса по 11 класс. И на сайте вот каким по возрастам уже все расписано, какие программы. Пожалуйста, ждем. Поделитесь секретом, что сейчас популярное у детей. На сегодняшний день очень популярны информационно-технологические направления. Это, конечно же, программирование роботов. Это начальные классы, все родители уже вот с 1 сентября к нам подходят, записывают. Алгоритмика и логика для начальных классов. Есть для среднего звена тоже программирование роботов, но еще у нас есть в этом году одно такое направление, оно идет от компании IT-школа Samsung, это мобильная разработка. Вот по данному направлению мы принимаем учащихся с 9 по 11 класс, и там, конечно же, будет конкурс уже середины сентября, поэтому вот об этом конкурсе мы уже подробно тоже дополнительно сообщим. Также у нас на сегодняшний день, вот, чтобы не забыть, есть системное администрирование тоже для старшеклассников и для среднего звена. То есть выбора много, разные возраста найдут свое вот направление в IT-технологии. И с кем мы сегодня разговаривали? Меня зовут Иванова Светлана Никитична, я являюсь директором Центра технического творчества, на базе которого открылся Центр цифрового образования IT-клуб. Спасибо. А мобильная разработка сложный предмет? Нет, очень простой. Сейчас у всех есть телефоны. И, в принципе, понять, как работает приложение, сложно. Вот, Ну, а со скольки лет можно? Здесь 9-10 класс.
поскольку они готовятся к ЕГЭ, там используется язык программирования, который связан с ЕГЭ. И это позволяет мне одновременно подготовиться к экзаменам и одновременно освоить какое-то направление, как мобильная разработка, например. Девушки, а вы вот сейчас что здесь делаете? Уже я смотрю это, да, делитесь программами или как? Регистрируем. А, регистрируете. И почему вас именно это заинтересовало? Вы специально записываетесь, да? Специально ребенок интересуется, поэтому программирование. Программирование. А можно поинтересоваться? Вы прямо для ребенка сейчас запишите, что лучше, да? А нет, это просто заявление А, на вы- робототехнику. А можно узнать, вот, как вы относитесь, вот если сравнивать ваш возраст, да, и когда вы учились, были вот такие вот? Я сама в деревне выросла, и поэтому у нас таких робототехник, таких не было сельских кружков. У нас было там музыкальное, спортивное, все остальное. Прям это и робототехника, и приложения всякие можно. И у вас сразу двое. Вы куда пойдете? Егора, Куда пойдете? Наверное, пойду на робототехнику. А девочки еще маленькие, да? Спасибо.